6 августа 2019 года начнется марш за верховенство права и справедливости в Страсбурге в 11 часов. Марш продлится по разным оценкам, пока мы будем выяснять, как все это будет. Сайд Амин будет и другие люди, которые входят в комиссию, будут принимать решения. Ну, где-то около 2 недель. Марш состоится около 2 недель. Он пройдет из Страсбурга до Женевы. Всех желающих прошу принять участие, поддержать всячески, кто как может, чтобы мы могли как можно больше привлечь внимание к этому процессу. Наша задача, да, чтобы все понимали, требование начать проверку деяний путинского режима в Чеченской республике Ичкерия с начала Второй русско-чеченской войны 1999 года. Мы призываем Международный уголовный суд в Гааге выполнить свои прямые обязанности, только и всего, да, соблюдать международное право, о котором везде любят все говорить. Для этого мы обращаемся в Организацию Объединенных Наций, штаб-квартира в Женеве, к Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антонио Гутерриш. Также мы обращаемся ко всем организациям и людям доброй воли и призываем вас поддержать нас в этот решающий момент. Для ясности, да, я поясню для своих зрителей, для ясности хочу сказать, что для того, чтобы МУС, Международный уголовный суд в Гааге, мог начать свое расследование, есть 3 способа. Первый способ – это страна-участница, да, в соответствии с Римским статутом, это страна-участница, ратифицировавшая Международный уголовный суд в Гааге, обращается и подает документы по поводу нарушений. Второй способ, да, и тогда МУС проводит расследование. Второй способ, когда генеральный прокурор МУС, имея основания, имея документы, доказательства, имеет право начать расследование, да, по своей инициативе. Вот такие большие полномочия у прокурора МУС. Ну, там есть определенная внутри процедура, он это выносит у себя внутри там, на голосование, они там утверждают и так далее. Но это уже отдельная тема. Короче говоря, прокурор может этим делом заняться. И третий вариант, когда Совет Безопасности ООН направляет материалы и предлагает начать расследование по фактам, да, геноцида, военных преступлений. МУС рассматривает эти тяжкие преступления, совершенные государством. Геноцид, военные преступления, преступления против человечности и так далее. Так вот, прокурор Международного уголовного суда отказался, да, и попросил, чтобы его об этом попросил Совет Безопасности ООН. Вот какое дело, да. На глазах всего мирового сообщества произошел геноцид. Прокурор об этом знает. Дело у нас приняли, оно уже находится. Следующий прокурор это будет, или через него другой прокурор это будет, это не важно. Дело уже находится там, и рано или поздно оно будет, по нему будет начато расследование. И наша задача, чтобы это рано, даже после смерти Путина, в случае неудачи, мы будем добиваться, и кто останется в живых, как нацистских преступников, мы будем доставлять или в Гаагу, или в город Джохар. И там будем проводить над ними суд. Так вот, мы обращаемся в ООН для того, чтобы ООН повлиял и воспользовался своим правом и потребовал провести расследование. Прокурор имеет на руках доказательную базу, и дата проведения начала этой акции без преувеличения, да, может кто-то не до конца верит, кто-то не до конца понимает важность этого события. Дата, сам процесс подачи, это исторический момент.
Мы очень важное, большое дело здесь делаем. И юристы поймут, да, многие есть скептики, которые говорят, что ну, не добьемся ничего и так далее. Ну, если ничего не делать, точно ничего не добьемся. А я абсолютно убежден, что мы добьемся. Главное, надо добиваться и требовать всего этого. Так вот, 6 августа, я бы хотел бы напомнить, 1996 года была разработана и применена операция по деоккупации, да, по захвату города, на тот момент еще Грозного, где находилось от 25 до 40 тысяч российских оккупационных войск и коллаборантов, да, их марионеток. Операцию разработал начальник штаба Аслан Масхадов под кодовым названием «Операция Джихад». И 855 наших бойцов вошли в тот день в оккупированный Грозный и полностью блокировали. Внутри населения, внутри города наши бойцы были поддержаны местным, ну, мирными гражданами, проводились митинги, акции, ну, первые дни были бои, после этого начались переговоры, также присоединились ополченцы, которые находились там, мужчины, женщины, кто как мог, да, и это вынудило Россию пойти с нами на переговоры, да, давление Запада, блестящая операция, где Россия была поставлена перед выбором стереть город с лица земли вместе со своими военными. Военные пытались прорываться, их уничтожали и так далее. Они начали уже там голодать, там им продукты скидывали с вертолетов, ну и так далее. Были такие тяжелые позиционные бои. Но ничего они не могли сделать, кроме как вот артиллерии, как они это делали вот во Вторую войну, да и в Первую войну, когда там еще не было оккупантов. Когда же уже находились их головорезы в плену, ну, скажем так, в окружении, то они были вынуждены просто пойти на переговоры. И генерал Лебедь тогда воспользовался этой ситуацией и был переговорщиком. После этого получил просто колоссальную поддержку. И я абсолютно убежден, что любой новый политик, российский, русский, который поддержит идею дачи независимости, Ичкерии, да, вывода войск, восстановления нашей государственности, деоккупации нашей страны, этот человек получит такую же поддержку среди российского населения, потому что русские уже начали понимать, что их кинули, как говорится, да. Ну вот такого вот плана вещи. Мы должны всячески поддержать этот марш, кто сможет финансово, кто сможет автомобилем, кто личным присутствием, кто-то может на час прийти, кто-то может на день прийти, кто-то может на неделю прийти. Мы требуем привлечь к ответственности, начать расследование для привлечения к ответственности военное и политическое руководство России. Что еще можно сказать по этому поводу? Все, у кого погибли родственники, у кого погибли мирные, да, кто не воевал, женщины, дети, братья, сестры, кто непосредственно воевал, да, мы иногда опускаем такой момент, что вот ну, погибли наши бойцы, ну и погибли. Но эти бойцы тоже не были прирожденными кадровыми военными, которые выбрали этот путь. Там в основном были из мирных всех профессий, гуманитарных наук, гуманитарных профессий люди были. И это наши люди, которые вынуждены были взять оружие. Я уверен, что ни один чеченец не хотел бы войны, нормальный, адекватный чеченец. И вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну, как это делают все на этой земле, и мы просто и вынуждены, и сделали это. И ничего на этом не закончилось. Государственность мы отстояли, государство у нас имеется, юридический факт сей имеется, остальное это уже дело времени и нашего упорного
несогласия с этими бандитами из Кремля. Призываю всех поддержать. Дату вы многие у меня спрашивали. 6 августа 2019 года, город Страсбург. Также в 11 часов. Начало в 11, с 11 до 12 будет митинг. И после 12 часов мы потихонечку уже тронемся в путь. И будем всех призывать. Также я обращаюсь к блогерам Украины, которые поддержали мою идею и готовы поддержать полностью весь наш марш, да, от начала, от митинга, прямые включения по ходу пешего марша и конец нашего похода, да, пешего марша. Будут поддерживать. Также я призываю всех украинцев, всех русских доброй воли, да, кто признает преступление своей страны против нашей страны. Сейчас, если речь идет об этом случае, да, конкретно сейчас о нарушениях международного права в Чеченской Республике Ичкерия ведется речь. Ну вот призываю всех, кто неравнодушен, поддержать нас. Всех людей, все организации, мы это будем распространять, будем привлекать внимание, будем всячески навести информационное освещение этой нашей работы Саидамина Ибрагимова, нашего правозащитного центра Международной ассоциации «Мир и права человека». Ну вот, что еще можно сказать по этому поводу? Ну, в принципе, все, дату вы знаете. Самое главное не сказал. Это операция «Джихад-2». Это будет операция по установлению нашей государственности. Как та операция, разработанная Асланом Масхадовым, «Джихад», которая изучалась в Пентагоне, в других государствах, да, среди военных науках. Эта операция вошла в историю военных наук. Она изучается. Аслана Масхадова об этом много расспрашивали специалисты по этой теме, по этой операции. Так вот, сейчас это можно сравнить по масштабу такого же значения операция, которая сейчас проводится, организовывается Саидамином Ибрагимовым. И мы надеемся, если как тогда весь наш народ приложил усилия, и весь мир приложил усилия, и европейские страны, за что мы отдельно благодарны, я лично и все мы благодарны международным организациям, Соединенным Штатам Америки, европейским странам, да, которые тогда нас поддержали активно, отдельным депутатам, да, Польши, которые нас тогда поддерживали и поддерживают до сих пор, и многим-многим другим отдельным людям, которые поддержали, там, занимая определенные влиятельные, имеющие влияние на ситуацию посты. И всем благодарность, и мы просим опять сделать еще один рывок, да, еще одно усилие, открыть второе дыхание и отстоять наше право на верховенство права и справедливости. Все, что от нас зависит, мы будем делать, если вы готовы поддерживать. Все, у кого погибли родственники, все, кто принимал сам участие, да, и не погиб, кто ранен, кто прошел через пытки, не воевал нигде, пострадал, кто вообще не пострадал, да, все эти люди также должны принять, просто обязаны принять, поддержать. Кто хочет анонимно, кто как хочет, но надо бы поддержать. Всем спасибо. Баркалшун, дал мулатулам вайгахилбу, саши куяц.